дня основания нашей социальной платформы «Будущее Абхазии». Мы находимся в тесном контакте со всеми ее участниками. Это и финалисты конкурса «Гордость Абхазии», участники программы повышения квалификации «Будущее Абхазии» и те молодые ребята, которые при поддержке платформы поступили в ведущие учебные заведения Российской Федерации. В связи с социальными волнениями, которые возникли в нашей стране, актив социальной платформы «Будущее Абхазии» обратился к нам с просьбой высказать свое мнение. И мы, посоветовавшись со всеми ее участниками, собрали актив. И я попрошу каждого из вас высказаться о сложившейся ситуации, рассказать о своем взгляде на эту ситуацию, сложившуюся непростую, и пути выхода из нее, какими вы их видите. Всем известно, что до начала Отечественной войны народа Абхазии в 1992-1993 годах Абхазия была знаменита во всем мире своими курортами Гагра, Пицунда и Новый Афон. В советское время Абхазия считалась союзной здравницей, куда приезжали отдыхать не только с бывшего Советского Союза, но и стран Европы. К большому сожалению, годами наработанная туристическая индустрия уничтожена окончательно Отечественной войной народа Абхазии в 1992-1993 годах. Разрушена инфраструктура, санатории, гостиницы и, самое главное, имидж Абхазии стал небезопасным для посещения туристов. Все это привело к краху туристической отрасли в Абхазии. Для ее восстановления потребуются большие вливания денежных масс и реабилитации имиджа страны как абсолютно безопасной для отдыха. Ведь безопасность туриста является важной вехой в развитии туристической отрасли в стране. Даже если инфраструктура страны находится не на должном уровне, в первую очередь любой турист будет заинтересован в своем безопасном отдыхе. После военного периода история Абхазии не дал положительных результатов в восстановлении туристической отрасли. Как всем известно, в 1994 году в Абхазии была объявлена экономическая блокада страны. Граница была открыта в 2000 году, и сюда практически никто не приезжал. И с 1993 по 2000 года практически ничего не восстановилось и не удалось восстановить. Лишь только в 2000 году с приходом к власти Владимира Владимировича Путина экономическая блокада была снята, и Абхазия стала открыта для всех желающих. С открытием границы в страну начали приезжать первые туристы, и многие из них приезжали сюда на свой страх и риск. Долгая блокада и война наложили негативный отпечаток на страну души. С первым потоком туристов в Абхазии начинает развиваться частный сектор страны. С началом развития частного сектора начинает свое развитие и государство. Начинается восстановление инфраструктуры, гостиниц, санаториев и так далее. Все это в совокупности дает положительный эффект развития туристической отрасли. Конечно, говорить о масштабных рекреационных действиях даже в новейшее время пока рано. С открытием границ из года в год начался увеличиваться туристический поток. В сложившейся сегодня ситуации хотелось бы напомнить, что в любые волнения и дестабилизация в стране негативно сказывается в первую очередь на развитии туристической сферы, которая на сегодняшний день является одним из главных столпов развития экономики в стране. Пройдемся еще раз по страницам истории. В 2004 году страна уже 4 года как развивается в экскурсионной сфере. Но после туристического сезона наступают президентские выборы в Абхазии. Когда выборы прошли, и народ выбрал президента, проигравшая страна посчитала выборы недействительными и всеми путями старалась начать повторные выборы в стране. Данный кризис затянулся почти больше года и, конечно, сделал негативный вклад в развитие туристической отрасли. В век передовых технологий, где главным оружием страны является не само оружие, а информация. Информация в 2004 году работала не на нас. Мы, сами того не понимая, рассказывали о кризисе со всех площадок СМИ, тем самым навредив и оттолкнув туриста, который собирался приехать в Абхазию и отдохнуть. И такие кризисные ситуации вредят имиджу страны. В последние годы внутриполитическая ситуация, сложившаяся в Абхазии с 2014 года, наложила ряд серьезных затруднений в стране. В первую очередь они связаны с тем, что с развитием социальных сетей, таких как Facebook, ВКонтакте, Твиттер, Ютуб, Инстаграм, негативные новости превысили положительные, ведь социальные сети доступны абсолютно всем, как для публикации новостей, так и для ознакомления. Все это в совокупности имидж страны, который из-за данных событий страдает из года в год, что, конечно, заставляет волноваться людей, которые хотят посетить Абхазию. Для развития туристической отрасли страны самое главное – это безопасность и положительный имидж внутри страны и за ее пределами. Это главные требования для привлечения туристов и инвесторов. Министерство туризма является органом, который работает над положительным имиджем страны, то есть ведомство работает на развитие государства. События, происходящие сегодня, крайне негативно отражаются на имидже страны. Устраивая данный внутриполитический кризис, надо задуматься, к чему все это приведет. К сожалению, данные события ни к чему, кроме как ущерба для имиджа, не приведут. Хотелось бы напомнить, что Абхазия является по Конституции страной демократической, и все события внутри страны должны проходить по воле народа. Прошли времена постоянных сборов людей и митингов возле правительственных зданий. Данные события, конечно, сразу входят в социальные сети по системе «Мой-чужой» и испорченного телефона, что приводит к настороженности со стороны людей, которые хотят приехать на отдых или хотят инвестировать в Абхазию.
Любые внутриполитические события только отталкивают нас, а не ведут к светлому будущему. Таким образом, хотелось бы сказать, что накалять ту непростую обстановку, что складывается в стране, является ущербом для страны. Данная стратегия, сложившаяся сегодня, губит народ, и она создает прецеденты, которые могут продолжаться годами. Я, как аполитичный человек и человек, работающий на развитие государства, попросил бы решать проблемы внутри страны, не выводя ее в массы путем демократических процессов в обществе. Помимо этого, хотелось бы сказать, что на новогодние праздники 2021 года мы ожидаем большое количество туристов, которые, к сожалению, если увидят в массах то, что происходит на сегодняшний день у нас в стране, могут оттолкнуть их, и народ, к сожалению, может пострадать из-за этого. Сегодня наше государство находится на не менее важном историческом этапе, чем это было во время войны. Нам нужно единство, чтобы решить те глобальные вызовы и угрозы, которые стоят перед нами. В нашем пока не окрепшем государстве идет непростой процесс становления государственных институтов. Наша страна, находясь на новом витке своего развития, сталкивается со сложнейшими угрозами: пандемией, военной угрозой, процессами глобализации и цифровизации. Чрезвычайно актуальным остается для нас развитие экономики и социальной сферы. В интенсивно развивающемся современном мире уровень развития нации определяется количеством прорывных технологий, новыми отраслями, которые создают экономику знаний. Это действительно будущее нашего государства, которое не обладает огромными запасами углеводородов. Надо воспринять этот минус как положительный момент. Зато есть другие ресурсы, есть человеческий потенциал, талантливые и любящие свою родину, культуру молодые люди, красивая земля. И самое главное, нас достаточно, чтобы решить все эти проблемы. Безусловно, развитие любой отрасли сопровождается развитием соответствующих государственных институтов и институтов гражданского общества, независимая правоохранительная система, независимые и сильные суды. Это является гарантом спокойствия и развития нашего государства. Необходимо и дальше восполнять пробелы нашего законодательства, дать импульс нашим конституционным идеалам и воплотить их в жизнь в виде конкретных законов и программ. В качестве ориентиров хотелось бы сказать, что в мирное время ответственный налогоплательщик приравнен к солдату в военное время. Истинный патриот сегодня тот, кто создает рабочие места, кто ремонтирует в любое время суток электропровода, кто стоит на страже закона и правопорядка. Я понимаю критические взгляды. Многое справедливо. Все новое произрастает из старого. И это естественное стремление человека изменить свою жизнь. Но мы не можем отринуть все былое. Как плохое, так и хорошее. На этом фундаменте мы устраиваем наше настоящее и закладываем изменения для будущего. Обращаясь к своим ровесникам, хочу сказать, каждый из нас и есть государство. Мы часть его, мы образуем государство. От наших активных действий зависит то, каким оно будет. Если активные действия – это ежегодное свержение власти, все же мы можем противостоять этому другим. Активные действия будут заключаться в том, что мы возрождаем и развиваем нашу страну, превращая места разрушений в места памяти. Этот пример для меня – героический поступок сегодня. Если выбирать, думаю, ясно, в чем большая польза для страны. Я думаю, что молодежь нашей страны согласится со мной, что постоянное ожесточенное противостояние власти и оппозиции обрывает наше устремление. Мы всегда находимся немножко в ожидании конца света, если хотите, возврата к исходным позициям. Я думаю, что мы все разделяем эти чувства. Что самое важное, наиболее важное, что вся вот эта ситуация, она дискредитирует нашу государственность в глазах мирового сообщества и тормозит наше развитие как самостоятельного государства, полноценно развивающегося. Политика — это всегда видение будущего, но нельзя говорить о каком-либо развитии, пока мы не решим проблемы, которые волнуют нас всех с вами сегодня. Нам необходимо выходить на путь диалога, конструктивного, цивилизованного диалога. И, возможно, безусловно, привлекать к этому молодежь. Мне бы не хотелось давать какие-либо оценки, что является мотивами и импульсами этих движений сегодня. Хотелось бы сказать, что настало время что-то в этом менять. И простая констатация той проблематики, которая есть сейчас, которая так на поверхности, мы все ее видим и знаем, она ничего не даст. Необходимо предлагать реальные инструменты. По моему субъективному мнению, есть такие инструменты. Таким инструментом является изучение общественного мнения и общественных настроений в нашей стране. Я бы хотела немножко глубже остановиться на этом моменте.
потому что изучение социальных настроений – это наиболее общий показатель массовых настроений и успешно используется во всем мире для отслеживания массового сознания и общественного настроения на развитие страны. У нас таких институтов, к сожалению, нет. Количественный опрос, то есть опросы позволяют получить количественную оценку по ограниченному кругу вопросов от большого числа респондентов. То есть полученную информацию нужно обрабатывать статистически и подвергать аналитике, то есть давать оценку тому, что сподвигает ту или иную массу людей поступать так или иначе, или иметь такие или иные суждения. Значит, опросы бывают разные. Соответственно, они бывают личные на дому, либо по телефону, и также онлайн. Я думаю, что в условиях ковида, телефонные и онлайн-опросы будут более чем уместны. Проводить опросы можно на очень широкий круг вопросов и проблем в зависимости от обстоятельств. Однако, говоря о нашей с вами сегодняшней тематике, важно выделить следующие индикаторы, такие как рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственным институтам, отношение к партиям. Отдельно можно выделить опрос доверия или симпатии к оппозиционным движениям. Политические рейтинги и индексы. Существуют открытые и закрытые вопросы, как нам всем с вами известно. Например, мы можем задать такой вопрос открытого типа. Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете Милане Хашбо как политическому деятелю? То есть задается вопрос по каждому политику в отдельности. И исходя из этих данных формируется индекс. То есть один вариант ответа, и из этого формируется индекс. Бывают также закрытые вопросы, то есть без фактора наведения на ответ. То есть мы все одним людям доверяем, другим нет. И если говорить о политиках, кому вы доверяете, а кому не доверяете, кому вы доверите решение важных государственных вопросов. То есть это открытый вопрос, и ответов может быть любое количество. И то есть исходя из вот этой совокупности данных можно ввести какие-то суждения. По той же схематике можно пойти с политическими партиями и задавать открытые и закрытые вопросы. Далее есть более глубокий анализ оценки властей. То есть оценка внутренней политики, экономической политики, социальной политики и внешней политики. Эти индексы показывают уровень удовлетворенности политикой, насколько население в целом согласно с курсом внутренней и внешней экономической политики в нашей стране. Что самое интересное, проводя данное исследование и готовя этот материал, я обнаружила, что есть такие индексы, которые определяют протестный потенциал общественных масс. Я думаю, это крайне актуально в нашем обществе. То есть есть общественный протестный потенциал и личный протестный потенциал. И можно сделать выводы, что это два коррелирующих показателя. Однако мы можем говорить о том, что да, мы действительно наблюдаем, что в нашем обществе растет протестный потенциал. Но лично я готов ли принимать участие в этом протесте? Приду ли я на этот протест? Я думаю, что эти показатели были бы нам крайне интересны. Далее деятельность отдельных государственных институтов. То есть не как отдельно политиков, а институтов в целом. То есть можно задавать такой вопрос. Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента Абхазии, председателя правительства Абхазии, конкретно премьер-министра, либо правительства Абхазии в целом, как института, Народного собрания Абхазии, и также, я думаю, в нашем случае можно выделить оппозиционных сил. Вариантов ответов, безусловно, доверяю, скорее одобряю, скорее не одобряю, безусловно, не одобряю и затрудняюсь ответить. А в чем заключается задача вообще, в чем задача данной инициативы? Это предоставить всем заинтересованным лицам инструмент предупреждения, прогнозирования и, как следствие, предотвращения накаливания общественно-политических настроений в стране, инструмент оценки реального одобрения и поддержки курса того или иного государственного института посредством общеописанных опросов. И что немаловажно, задать такой стандарт раскрытия информации, чтобы
потребитель этой информации мог составить мнение о том, как собиралась эта информация, как делалось это исследование, и составить мнение о том, можно ли доверять. То есть это инициатива полной прозрачности. И есть 3 категории выгодоприобретателей от данной инициативы. Это органы государственной власти, оппозиционные силы и, что самое главное, народ Абхазии. Потому что, как недавно было сказано, цифры – это вещь упрямая и местами отрезвляющая. В завершении мне бы хотелось сказать, что безумно важно, трепетно и осторожно относиться к спокойствию и стабильности в нашей стране, потому что в этом бодром митинговом задоре мы можем подпрать самое важное – это национальные интересы нашей республики. Ближайшие 5-10 лет это то время, которое необходимо и которое покажет, насколько сильно может сформироваться наше государство. И как раз, как никогда, нам нужно быть в единстве и совместными усилиями строить наше государство, а не разобщенность, которая, к сожалению, в данный момент присутствует. Я поддерживаю изучение общественного мнения. Я думаю, это как раз тот фактор, который необходим нам. И мой призыв среди молодых ребят такой, что максимально стараться быть стабильным и быть в единстве. Про что мы здесь сегодня говорим, что у нас общество расколото. Что мы еще отметили? То, что используются социальные сети для такого насаждения вражды, и при этом активно работают общественные организации различные, и они занимаются политикой фактически. Но сама суть общественных организаций – это не политические партии, они не должны заниматься политикой, потому что все-таки, чтобы создать политическую партию, нужно большое количество членов для ее регистрации по всем регионам Абхазии. Общественная организация – это буквально, когда 3-4 человека собираются, создают общественную организацию, а потом от ее лица пытаются формировать какое-то общественное мнение. То есть, если бы эти организации печатали бы список участников, и там было бы видно, что 3 человека то-то, то-то, да, сказали, я думаю, такого бы не было эффекта. Поэтому, мне кажется, здесь надо наводить порядок. Общественная организация, повторяю, не должны заниматься политикой. Для этого у нас есть партии. С партиями, правда, не все так хорошо, потому что у нас есть люди, которые зарегистрированы в 3 или 5 партиях одновременно. Вот, пока есть такое у нас тоже. Здесь тоже надо наводить порядок. При этом сейчас такой важный законопроект есть по инагентам. То есть мы видим в обществе раскол. Мы видим, что используется активно интернет, активно общественные организации различные пытаются формировать ту или иную какую-то видимость вот этого самого конфликта. Возможно, это связано как раз с деятельностью вот этих иностранных агентов. Может быть так, потому что если этот раскол есть, значит он кому-то нужен. Правильно, кто-то его финансирует, эти анонимы, они не бесплатно же работают, правильно, и пытаются разжигать какую-то рознь различную, да. Те же самые общественные организации тоже не бесплатно работают, и те или иной, да, политический заказ тот или иной используют. Поэтому надо исполнять закон и принимать новые какие-то акты вот, во исполнение, и наводить какой-то порядок все-таки, чтобы вот этого не было, когда у нас сейчас пытаются использовать просто социальные сети и там поливать друг друга грязью, оскорбления. Все-таки есть у нас понятие, то есть в УК статья за оскорбление, да, там представителя власти, когда оскорбляют, либо просто гражданина, неважно. Есть понятие экстремизм, когда призывают там менять конституционный строй, преступления, да, такие. Вот, надеемся, что у нас определенные органы займутся, разработают этот проект, и все-таки не будет такого использования политических целей, вот такого формирования общественного мнения, потому что мы видим, у нас пока ничего для этого не делается. У нас все говорят про единство, но мы видим, что никаких шагов к этому нет, наоборот, пытаются растащить и разделить все общество на своих и чужих. Я надеюсь, что как-то с этим мы будем бороться. А как бороться вообще, какие у нас проблемы? В основном у нас, что волнует общество? Больше инфраструктура, да? Скажем, проблема электричества. То есть туризм – это все хорошо, да, там бизнес, но без электричества, я думаю, никто к нам не приедет отдыхать. У нас должна быть инфраструктура. Что для этого нужно сделать? Наверное, нужно каждому человеку начать с себя, то есть надо начать платить налоги, я не знаю, перестать майнить. И да, там как-то уважать окружающих и за счет их не улучшать свое благосостояние за счет всего народа. Я надеюсь, кто нас услышит и уважительно отнесется ко всем нам, да, к тем, кто замерзают.
выключит свою машинку, начнет платить налоги, как законопослушный гражданин, и как-то вот так вот. Давайте уважать друг друга, давайте не делиться там, ни по партиям, ни по организациям, никакого раскола нам не надо. Агрессивный подход, который существует в нашем обществе, его нужно сбавить на нет, потому что последствия порой такие агрессивные подходы несут за собой плачевные. Хотелось бы немного вернуться назад к событиям 30-летней давности, когда в очень сложные для нашей страны времена, это 89-й год, распад Советского Союза, да, начало всех этих волнений в нашей стране, и тогда существовавшее такое движение, да, общенациональное, великое по историческим масштабам Айтгылара, я имею в виду Айтгылара именно того времени, да, времена были достаточно сложные, уже были столкновения, но ее основатели на то время это такие выдающиеся личности, как Алексей Гогу, Надар Джанба, Сергей Шамба, Зураб Ачба. То есть даже в то время при основании этого великого движения не было агрессивного подхода. И я убеждена, что ее основатели, выбирая название для этого движения, это исключительно не агрессивное название точно, это единство, это объединение. И поэтому сегодня, когда под эгидой того самого Айтгылара звучат какие-то агрессивные призывы, нам стоит немного задуматься, против кого и против чего сегодня мы боремся. В свою очередь, от лица общественной организации «Будущее Абхазии», я уверена, и вы тоже с этим согласитесь, с полной уверенностью могу сказать, что мы будем бороться, но не против чего-то или кого-то, а за свое будущее. И я убеждена, что голос молодежи, он должен быть услышан, нас должны услышать, и все свои силы мы должны направить на созидание, на объединение, на строительство, а не на разрушение нашего государства.